Это первое заседание Народного собрания 7-го созыва весенней сессии. На повестке больше 16 вопросов, которые предстоит обсудить. Депутаты уверены, сессия в этом году будет напряженной. Свои коррективы несет пандемия. Председатель Народного собрания Магомед Тумгоев до начала основного обсуждения повестки дня отметил, как важно сегодня помочь системе здравоохранения, на которую идет большая нагрузка. Новый штамм коронавируса омикрон быстро распространяется. Жителям республики необходимо соблюдать все эпидмеры, думать о себе и об окружающих. Очень много болеют врачи и другие работники здравоохранения. Те, которые должны лечить больных, они сами заболели. Я знаю, что многие депутаты бывают там на больницах, даже и в красной зоне были. Надо сейчас понаблюдать эту ситуацию, смотреть, чем мы можем помочь, какая ситуация, что с лекарствами, с другими препаратами, с кислородом, чтобы мы владели ситуацией на местах, чтобы мы могли тут же подключить, если необходимость в этом будет. Переходя непосредственно к повестке дня, депутаты рассмотрели 16 вопросов. В весенней сессии народным избранникам предстоит рассмотреть целый пакет законопроектов, направленных на совершенствование нормативной базы. В первом чтении депутаты проголосовали за проект о внесении изменений в закон республики о защите населения и территории АЧС. В рамках данной работы министерством и разработан данный проект закона о внесении изменений в закон Республики Ингушетия номер 9 в соответствии с федеральным законом номер 68. В рамках реализации своих основных функций, предусмотренных статьей 3.1 положения о министерстве, утвержденное постановлением правительства. На сегодняшний день требуется пересмотр некоторых пунктов и статей данного закона с целью приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Региональные законы не должны противоречить федеральным до того, как внести уже окончательные изменения в закон Ингушетии о защите населения и территории АЧС природного и техногенного характера. Вопрос будет изучен. Здесь надо четкое разграничение посмотреть. Вот сейчас мы первое чтение примем, во втором чтении посмотреть и заключение вот этого главного управления федерального, там, наверное, и прокуратуры, чтобы не было вот этих противоречий в этом законодательстве, и мы как-то несли туда. Депутаты в первом чтении также проголосовали за внесение изменений в проекты законов о контрольно-счетной палате республики, о защите прав человека, о создании антинаркотической комиссии и не только. Интересом стало предложение об изменениях в туристической деятельности. Настоящий законопроект, также хочу отметить, что разработан в целях приведения закона Республики Ингушетия в соответствии с федеральным законопроектом. Принятие данного законопроекта не потребует признания утратившим силу при становлении изменения, дополнения или принятия законодательных актов в республике, не потребует дополнительных расходов из бюджета. Комитет просит принять законопроект в первом чтении и, соответственно, постановление к нему. Изменения в закон о туристической деятельности принят в первом чтении. Новые положения помогут развивать в регионе равнинный туризм. Депутаты уверены, в республике много красот, которые заинтересуют туристов. Сельская жизнь, быт людей и разведение хозяйства привлекает многих жителей. В федеральном законопроекте было такое слово, как социальный туризм. Сейчас это дополняется сельским туризмом. Вот это вот законопроект, он дополняется сельским туризмом, что подразумевает, что если к нам в республику раньше приезжали в горы, башни посетить, то есть в других регионах это озеро, море, еще что-то, то теперь, как мы здесь обозначали в зале, то есть немного спуститься на плоскость. То есть в деревни, в села и города до 30 тысяч населения. Ну а принятых в первом чтении изменений в проектах законов предстоит депутатам рассмотреть еще во втором и заключительном третьем чтениях. Только после этого изменения будут носить законную силу. Рина Цичуева, Асхаб Белакиев, Новости 24.